На ТНВ новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот о чем пойдет речь. Чтобы снег не портил жизнь. При этом данный реагент абсолютно безвреден. Как в Казани готовиться к зиме, узнал Дмитрий Аринин. Ужасные запахи и полное отсутствие правил захоронения животных. Дышать невозможно, нужен противогаз. О ситуации с останками животных в деревне Мемдель Альбина Минибаева. Погром на погосте. Это позор. Кто ответит за разрушенные могилы? Страсти по Матильде не утихают. Не пройдет этот фильм. Мы будем стараться все, чтобы не прошел. Состоится ли премьера скандального фильма в Елабуге? В киноафишу заглянула Светлана Звонарева. Президент Татарстана с рабочим визитом в США. Татарстан заинтересован в том, чтобы выступить стартовой площадкой для работы иностранных компаний в России. К сотрудничеству их пригласил сегодня Рустам Минниханов в ходе делового форума «Техас-Татарстан». В Хьюстоне был презентован промышленный потенциал республики. Рустам Минниханов рассказал о реализуемых проектах. Однако, по его словам, экономические возможности используются не в полной мере. Перспективными направлениями президент обозначил нефтепереработку, нефтехимию, машиностроение, высокие технологии и медицину. Всемирный конгресс татар заявляет решительный протест против абсолютно неправовых нападок на государственный статус татарского языка в республике. Сегодня Всемирный конгресс татар распространил заявление «Отстоим государственный статус татарского языка». Конституция России провозглашает, республики вправе устанавливать свои государственные языки. И Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. Как известно, критерий истины – практика, а показатели единого госэкзамена по русскому языку 2017 года выводит Татарстан на второе место после Москвы. Это сразу отметает домыслы о вреде уроков татарского языка изучению русского языка. Преподавание татарского и русского языков как государственных в школах Татарстана ведется на основе закона об образовании России. Исходя из изложенного, цитата, Всемирный конгресс татар заявляет решительный протест против абсолютно неправовых нападок на государственный статус татарского языка в республике и попыток его вытеснения из сферы образования. Всемирный конгресс призывает всех граждан Татарстана и конструктивные общественные силы страны поддержать равноправный государственный статус татарского языка во имя сохранения мира и согласия в масштабах всей страны. Муфтий Татарстана выступил с открытым обращением в защиту татарского языка. Оно опубликовано на сайте Духовного управления мусульман. Глубоко убежден, язык матери – это один из величайших даров Всевышнего. Вернувшись к иману, татарский народ однажды уже был спасен от погибели. Сегодня татарский язык, попав в жернова общественного невежества и небрежности, вновь нуждается в нашей защите. Ислам, как это и было в самые трудные и тяжелые моменты в жизни татарского народа, вновь вынужден встать на защиту татарского языка. Как сохранить родной язык, спросите вы, пусть каждый начнет с себя. Уже этой ночью в республике ожидается ухудшение погоды и понижение температуры до -3. Выпавший на выходных снег не стал причиной серьезного увеличения количества ДТП, отмечают инспекторы. Однако на трассах все же возникли трудности. Так, между Челнами и Заинском ночью встали 16 машин. Сегодня главная задача автомобилистов – сменить летнюю резину на зимнюю. Так, татарстанцы уже спешат переобуться, и в шиномонтажках с самого утра ажиотаж. Госавтоинспекция призывает водителей к своевременной замене летних шин на зимние и напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Водители должны выбирать такую скорость, которая обеспечивала бы безопасность дорожного движения в сложных дорожно-метеорологических условиях. Следует воздержаться от опасных маневров, в особенности связанных с выездом на сторону дороги, предназначенной для встречного движения. Это вам не клей-момент. В Казани зимние дороги будут обрабатывать новым реагентом супербыстрого действия. Сегодня в столичном исполкоме, как раз в тот момент, когда город с утра припорошило снегом, обсудили подготовку к зиме. На случай сильных снегопадов разработан оперативный план «Буран». Чем собирается плавить снег и как к такой химии относятся казанцы, узнал Дмитрий Аринин.
Шипит работа в шиномонтажках. До того, как ляжет снег, водители спешат поставить колеса с шипами. На этих выходных начался уже немножко перекид. Я думаю, уже 15% города уже, скорее всего, перекинули. Резину поменять, и больше никаких опасений нет вообще. Самая большая проблема, наверное, чтобы почаще чистили снег. Как и чем этой зимой предстоит чистить снег, обсуждали сегодня в исполкоме. В городе наготове сотни единиц техники. На случай сильнейших метелей планируют мобилизовать до 1000 различных снегоуборочных машин. Формировалась соответствующая инфраструктура, есть техника, пусть и не в том количестве, как бы нам хотелось. Работают снегоплавильные пункты. Все участники процесса твердо уяснили свои обязательства. Главная новинка этого года – новый реагент моментального действия. Он вступает в дело сразу после нанесения на дорогу и готов плавить лед и снег даже при минус 25. Емкость это предназначена для жидкого реагента. Будут завозить с Перми его, заливать сюда, и в совокупе с этим вот гранулами, когда снег будет идти, машина идет и посыпает. О том, что такой полив может обернуться ремонтом обуви, переживают некоторые казанцы. Не надо, наоборот, вы портите все. Думаете, от реагента сюда? Ну а что еще? Раньше такого же не было. Просто от соли уже там дырка появилась здесь. Поэтому вот это такой ремонт. Как заявляют столичные власти, новый реагент коснется только проезжей части основных магистралей. Технология направленного распределения предотвращает попадание реагента на газоны и обочины. При этом данный реагент абсолютно безвреден, имеет все необходимые экологические заключения и разрешения. Все дорожные службы города уже перешли на зимний режим работы. Их диспетчеры вплоть до апреля будут дежурить круглосуточно. Дмитрий Орегин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. В Чистопольской ЦРБ остаются 6 пострадавших в результате серьезного ДТП. 1 в реанимации в тяжелом состоянии. 5 человек проходят лечение в травматологии. Напомним, туристический автобус в ночь на воскресенье ехал из Самары в Удмуртию. В салоне транспорта находился 31 пассажир. Водитель превысил скорость, в результате съехал в кювет. В результате аварии ночью в больницу госпитализировали 12 человек. К нам госпитализировано 12 пострадавших. Всем при поступлении оказана специализированная помощь. Дурной запах на всю округу и серия нарушений правил содержания биотермической ямы. С лета не захоронены останки домашнего скота. Жители деревни Мемдель Высокогорского района не могут ужиться с владельцем животноводческого хозяйства «Правда». Альбина Миневаева сегодня выясняла, почему руководство бездействует. Вот здесь примерно больше чуть полкузова было уже. Телега с останками животных и жуткий запах на всю деревню. Кости и головы мертвого скота. Здесь постоянно, утверждают жители, останки не хоронили с июля. Сегодня 11 сентября. Все, как видите, ничего не изменилось. Сейчас кости животных растаскали собаки. Более того, скотомогильник местного сельхозпредприятия «Правда» в буквальном смысле открыт для всех желающих. Выездка биометрическая яма – единственное соблюденное правило. Ворота здесь закрыты, как видно, замка нет. Дальше больше, там находится сама яма, где складываются останки животных. Но, как видно, ворота опять же открыты. Ближе подходить уже невозможно. Запах ужасный. Более того, это еще и опасно. Яма в 10 метрах от мусульманского кладбища. Стоит спуститься еще ниже и оказываешься на улице деревни. Теплые жаркие дни. Невозможно? Невозможно иногда. Приезжать в Казань, как говорится, дети играют. Но все равно вредно же. Когда скотомогильник заработает по всем правилам от «Правды», ответа жители так и не получили. Ладно, хорошо, все. На этом все, точка. Вы не знаете, что там открыто, что там вообще тушки не захоронены? Нет, там же объяснение есть у нас. А уточним, что знаем. Но у вас это не 1 месяц уже стоит. Но правда в том, что в хозяйстве нет даже ветврача. Это подтверждает и руководство Высокогорского ветуправления. Владелец предприятия несколько раз был оштрафован. Не только по скотомогильникам, по содержанию животных, по несвоевременному проведению вот этих ветеринарных мероприятий. Были предписания и были как бы наказания. В этом году район получил более 1 миллиона рублей на содержание биотермических ям. Но в Мемделе в лучшем случае обновили только вывеску скотомогильника. В районе признали, предприятие проблемное. Но для оправдания у сельхозуправления не нашлось даже нужных слов. Неоднократно был предупрежден с нашей стороны тоже, со стороны главы администрации. Ну, человек или не хочет, или не справляется, я уж, как сказать, даже
назвать не могу. Администрация района пообещала повторно выехать в хозяйство и проверить содержание скотомогильника. Каким образом теперь будут убеждать руководителя, мы будем следить за развитием. Альбина Минибаева, Ринат Сафин, ТНВ, Высокогорский район. Хотели как лучше, а получилось. В деревне Красный Яр Черемшанского района при благоустройстве кладбища повредили могилы, поломали надгробные камни и ограды. После субботника их погост остался и без вековых зеленых насаждений. Как новый порядок потревожил покой усопших и живых, расскажет Радик Фархулин. Спиленные вековые деревья, разбитые надгробные камни и поврежденные ограды – это неприглядные последствия благоустройства кладбища в деревне Красный Яр. Там деревни большие, там урман был. Ну, надо было осторожно немножко работать. Не в лесу же. Кран надо было, наверное, да. Кошмар. Здесь получилось, как в той поговорке: лес рубят, щепки летят. Этот видеоролик выложили в сеть не жители села, а выходцы. Это позор. Спилить старые деревья, что грозились упасть на посетителей, и навести порядок на погосте решили на сходе жителей. Собрали более 100 тысяч рублей по самообложению и наняли подрядную организацию. Так или иначе, в результате работ пострадали 6 могил. Работе, конечно, немножко ограды мы испортили, но исполнители обещали восстановить. Пеньки убирают прямо до земли, потому что когда пилишь, просто им неудобно было до земли. В компании «Ландшафт», что выполняла работы, своей вины не отрицают и обещают за свой счет исправить повреждения. Сейчас уже заменили 2 ограждения, привезли 1 могильную плиту. В поселении же собираются благоустраивать и другие кладбища, уже более внимательно. Радик Фархулин, Дмитрий Аренин, Фуат Гайсин, Булат Шафигуллин, ТНВ, Черемшанский район. Не лес, а каменные джунгли. Казанцы против строительства новой парковки на проспекте Победы. А все потому, что возводят ее на месте сквера. По крайней мере, так утверждают местные жители. Другие же только за считают, что так хотя бы появится цивилизованное место для стоянки. Рамиль Шайдуллин сегодня выслушал мнение за и против. Слышите? Вера Миндубаева не в силах скрыть своего возмущения. Почти месяц под ее окнами одна большая стройка. Экскаваторы вскопали зеленую посадку. В расход пошла добрая часть саженцев. Их же вот только посадили, их сажают каждый год. Они не успели ни вырасти, ни расцвести. Закрывали бы от выхлопных газов и, по крайней мере, бы шум немножечко поглощали. А теперь что? Теперь на этом месте будет парковка. Но почему здесь, жители не знают. Молчит и застройщик. На его сайте о проекте ни слова. Я не понимаю, как можно вот на таком зеленом пространстве взять по-варварски вот это все выкопать здесь и установить вот то, что никому не нужно. У нас буквально в 100 метрах вот там шиномонтаж есть. И автомойка есть. Но парковка строится именно на этом месте, где сегодня дорога буквально забита битком. И если не эти меры, то они так и будут копиться на проезжей части, прогнозируют казанцы. Здесь детская поликлиника, машин очень утром много ставит. И, в общем-то, населению негде пройти бывает. Это невозможно. Парковка здесь нужна. Когда едешь с коляской, машина едет туда и обратно, просто даже проехать на коляске невозможно. Нужно обязательно сделать парковку. Под нее выбрали участок улично-дорожной сети, и это, по мнению исполкома, вовсе не сквер. Выкопанные саженцы пересадят. В случае сноса зеленых насаждений будет произведена компенсационная посадка в границах Приволжского района. Парковка будет большой, на 50 машин, а рядом свое место найдут шиномонтаж и автомойка. Выбора жильцам не оставили. По генплану строительство комплекса продлится до июня следующего года. Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. В Челнах объявили войну с незаконной наружной рекламой. Как оказалось, остановки, которые только отремонтировали в прошлом году, теперь не узнать, они обклеены всем подряд. Более 300 жителей Автограда уже попали в поле зрения административных инспекторов. Мэр города сегодня дал команду не церемониться. В борьбе с расклейщиками какие методы хороши, спросила Алина Бережная. Неприятно выглядит, все обшарпанное. Сниму квартиру, куплю металлолом, потерялась собака. Подобными объявлениями на автобусных остановках в Челнах никого не удивить. Сегодня в городе 28 информационных тумб. Они есть и на остановочных павильонах, и около подъездов. Но горожане привыкли расклеивать по старинке. Мне кажется, это клеят частники, которым, по барабану нам того, что, на красоту нашего города. На совести челнинцев или мелких организаций. Не нравится то, что приклеили. Все обклеено, все грязно. На первый взгляд ты не скажешь, что это автобусная остановка. Она больше напоминает бесплатную доску объявлений.
За такую порчу городского имущества в этом году уже наказано более 300 челнинцев. Для сведения, это 8 раз больше, чем в том году. Накипело сегодня у мэра. Сегодня он дал команду. Борьба ужесточается. Предостерегаем, предупреждаем, а потом наказываем на полную катушку. Тогда после первого раза человек или должностное лицо, или юридическое лицо не понимает, что нужно все это содержать в порядке. Так было и в Казани. Одни клеили, другие сдирали. Через массовую очистку столица прошла в преддверии универсиады. Удалось. По этому пути теперь пойдут и челны. Пока поймать за руку практически не удается. А тем, на след которых выходят по номерам, уже наложили штрафы. Правда, сумма несущественная – от 2 до 5 тысяч рублей. Наш город, конечно, грешит приезжими, которые осуществляют 2-3-дневную торговлю и размещают на столбах, освещениях, светофорах объявления о дешевых распродажах. Работа с этой категорией предпринимателей ведется. При несвоевременной оплате штрафа к нарушителям приходят приставы. В этом году они получили уже 4000 постановлений. 60 материалов передали в суд. Алина Бережная, Ильшат Аюпов, Альберт Шафигуллин, Андерсен Тальцев. ТНВ, Набережные Челны. Это новости Татарстана. И вот о чем далее. А был ли мальчик? Чем неправдоподобнее, тем интереснее. Кто и зачем распространяет ложную информацию через соцсети? И почему подобные новости набирают тысячные отклики, выясняла Динара Камалова. Страсти по Матильде не утихают. Не пройдет этот фильм. Мы будем стараться все, чтобы не прошел. Состоится ли премьера скандального фильма в Елабуге? В киноафишу заглянула Светлана Звонарева. Лучший мировой опыт хирургии в Татарстане. Сегодня в Казани операцию на сердце провел профессор-кардиохирург из США Джозеф Ву. Доктор в свое время прооперировал известных политиков, артистов и простых американцев. Сейчас он делится своими наработками. Почему, несмотря на внедрение новых технологий, каждая вторая смерть в России от сердечно-сосудистых заболеваний, пытался выяснить Сергей Хайдаров. Сегодня один из редких случаев, когда в операционном кабинете не напряженная тишина, а бурное обсуждение. Это операция на сердце, мастер-класс от хирурга с мировым именем. Профессор из США не только комментирует все происходящее, но и отвечает на вопросы российских хирургов. В отношении кровяной кардиоплегии не было ли предпочтительно здесь использовать кровяную кардиоплегию? На операционном столе 65-летняя женщина. Хирургу предстоит заменить клапан в сердце на искусственный. Такие операции для российских специалистов не в новинку. Только в нашей республике в год проводят больше 1500 подобных вмешательств. Но у каждого специалиста свой почерк. Среди всех причин сердечно-сосудистой патологии занимает около 50%. Она была еще выше, 54-55%. Сегодняшняя операция по-настоящему уникальна. Мало того, что проводит ее американский профессор Джозеф Ву, так еще и следить за ней через онлайн-трансляцию могут хирурги со всей страны. Такая возможность у наших хирургов появилась благодаря Казанскому митральному симпозиуму. Здесь своим опытом с русскими коллегами делятся хирурги из США и Германии. В этих странах кардиохирургия намного выше, чем в мире. Раньше для Германии сердечно-сосудистые заболевания были огромной проблемой, но в последнее время смертность от инфаркта заметно снизилась. Это потому, что у нас даже в маленьких городах построили восстановительные центры. Их очень не хватает в ваших регионах. Именно развитию кардиохирургии в регионах сегодня посвятили самое пристальное внимание. Показательные операции пройдут и завтра. Сергей Хайдаров, Андерсен Тальцев, ТНВ, Казань. Один и тот же мальчик одновременно попал сразу в 3 больницы республики. Это если верить сообщениям, которые в выходные рассылали в социальных сетях и мессенджерах. Авторы просили распознать ребенка и найти родителей. А был ли мальчик, разбиралась Динара Камалова. ДРКБ, наверное. Похоже. В Сабах, сказали, лежит. А мне из Елабуги отправили. От Москвы до Коми эта фотография с просьбой найти родителей мальчика за 2 дня облетела почти всю страну. Татарстан исключением не стал. Тысячи перепостов. Авторы утверждают, 12-летний подросток в бессознательном состоянии лежит в ЦРКБ Елабуги. Потом он оказался в Сабах, а через пару часов в Казани. Транспортируют его те же самые социальные сети. Однако только в больницах информацию опровергают. За пятницу, субботу, воскресенье с неустановленной личностью ребенок, мальчик не поступал. Во главу угла мы информируем наше главное предприятие министерства
А потом начинаем работать уже со специальными органами, которые занимаются... У которых есть возможность организовать поиск. Но в соцсетях эту новость быстро окрестили хайпом и оказались правы, поскольку случилось это за пределами республики еще несколько лет назад. Но подобных случаев все больше, говорят специалисты. На что общество наше отзывается и каким образом можно на него воздействовать. Пост или там ставить лайк или что-то такое подобное. Но создается какая-то иллюзия помощи. Такая иллюзия повышает свою значимость. Специалисты IT-сферы считают, за каждым случаем своя история. Где-то это просто дети практикуются в хакерстве, но есть и такие силы, которые проделывают это со злым умыслом. Это может быть информационная ложь для того, чтобы у народа какую-то мысль подготовить. За подобными новостями могут стоять и вирусные атаки, говорят специалисты, поэтому они советуют держать чистым не только разум, но и свои гаджеты. Зачем и для чего создаются фейки, а главное, как их распознают жители? Неправдоподобнее, тем интереснее. Ссылки на источники такие официальные есть, да, таким да. В других источниках проверяю, просто в интернете, на телевидении. Если вы обнаружили такую новость, не спешите верить. Перепроверьте через поисковики. Только убедившись, можно делиться с другими. Динара Камалова, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. На этой неделе на большие экраны выходит «Матильда». Сегодня стало известно, Генеральная прокуратура не нашла оснований для повторной проверки фильма. А споры, стоит ли его показывать в большом прокате или нет, не утихают. Не исключение Елабуга, где также нашлись противники картины. Что они просят у главы района, выясняла Светлана Звонарева. Надеюсь, вы осознаете, что наши отношения не выйдут за пределы этой встречи. Фильм «Матильда» Алексея Учителя, рассказывающий о романе наследника российского престола Николая Романова и балерины Императорского театра Матильды Кшесинской, оказался в центре внимания еще в 2016-м. Тогда депутат Госдумы Наталья Поклонская от лица верующих потребовала запретить картину, оскорбляющую Николая II. На днях елабужские активисты тоже присоединились к стану противников ленты и написали письмо главе района. Просят запретить показ. Не пройдет этот фильм. Мы будем стараться все, чтобы не прошел. Люди, не смотрите этот фильм, потому что там сплошное вранье. Поберегите свою душу. Это простая клеветническая клюква. И если бы что-то там было, какие-то там посторонние связи на стороне и прочее, это было бы равносильно краху в семье, какой-то катастрофе, то, чего невозможно было бы скрыть. По их мнению, фильм порочит память канонизированного императора, хотя картину они еще не видели. Такого мнения придерживаются многие верующие по всей стране. Представители Русской Православной Церкви отстраняются от комментариев. Церковь не должна давать оценку культурным явлениям, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков, комментируя ситуацию с фильмом «Матильда» режиссера Алексея Учителя. На эти слова сослались и в елабужском благочинии, добавив, что незачем делать рекламу фильму. За комментариями мы обратились в один из кинотеатров города, руководство которого сослалось на решение Минкульта страны, где указано, что фильм полностью соответствует законам России. Потом и Генпрокуратура не нашла признаков каких-либо нарушений. В кинотеатре добавили, даже если бы из репертуара и захотели убрать фильм, не смогли бы этого сделать. Также доводим до вашего сведения, что кинотеатр «Бруклин» работает с крупнейшим кинодистрибьютором «Каро» в соответствии с заключенным с ним договором. Условия данного договора не позволяют нам влиять на репертуар кинотеатра. К сожалению, указанные обстоятельства не позволяют нам в одностороннем порядке без согласия кинодистрибьютора отказаться от кинопремьеры фильма «Матильда». И добавляют, отменить показ смогут только в Москве, но там это вряд ли случится. А пока точка в этой истории не поставлена и наверняка будет иметь продолжение. Впереди премьера. Светлана Звонарева, Максим Бегашев, Максим Филатов, ТНВ Елабуга. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов-112». Протаранил забор, задел соседние автомобили, полностью разбил свой. Нетрезвый водитель устроил крупную аварию на проспекте Имашева в Казани. Все подробности через несколько минут. Сейчас прогноз погоды. До встречи в 21:30. Только в октябре Ford в Канавто с выгодой до 10% по госпрограмме «Семейный автомобиль». Подробности по телефону 230 30 30 и по адресу Сибирский тракт, 48. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Знаешь, кто самая красивая? Теперь ты с гиалуроновым кремом Либридерм.
Мы знаем нашу страну, а не адаптируемся к ней. Поэтому все необходимое уже в базовой комплектации. «Лада Веста». Новое поколение «Лада». «Лада» с выгодой 10%. Автоцентр «Парус». В магазинах «Идеал» новая коллекция осень 2017. Обувь из натуральной кожи от европейских производителей. Идеальное предложение для тех, кто ценит качество и комфорт. С 25 по 27 октября на Казанской ярмарке выставка «Дор Транс Экспо». Содержание и строительство дорог, дорожно-строительная техника, транспорт, безопасность движения. 12+. Ищешь иномарку? Выбирай Datsun в новом автоцентре «Марка». Грандиозные скидки в честь открытия. Стань первым обладателем Datsun по спеццене. Звони 4 5 3 7. Вместе с силой приходит ответственность. Ответственность за партнеров, клиентов, работников и за то, что окружает нас. Изо дня в день. Поэтому «Казань-Оргсинтез» неустанно совершенствует экологическую защиту на предприятии на мировом уровне. «Казань-Оргсинтез». Год экологии. Дилер Nissan номер 1 в Казани «Автоцентр Марка» представляет. Берите Nissan без дилерской наценки. Скидка до 220 тысяч рублей. Подробности 4 5 3 единицы. Ярко-красные пятна на коже, изменение пигментных пятен, рост родинок, злоупотребление солнечным загаром и солярием, курением и алкоголем. Второй кожи у вас не будет. Обратитесь к врачу и пройдите диспансеризацию. Рак кожи – это диагноз, а не приговор. Nissan теперь в Канавто. Выгода до 400 тысяч рублей. Регистрация на месте. Звоните 230 30 30. Күңелләрне яулап, йөрәкләрне тетрәндергән сез яраткан җырлар. 5-нче Алтын йолдыз Болгар радиосы милли музыка премиясе. Җырчыны гына түгел, ә җырны иҗат итүчеләрне дә тәбрикләүче ел вакыйгасы. Алтын йолдыз. Здравствуйте! Завтра в Татарстане ожидаются снегопады, чувствуется приближение зимы. Подробнее после полезной информации. Спонсор показа — изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Быстро и качественно изготовит кухню по вашим размерам. 3D-проект кухни, доставка и установка бесплатные. Только в октябре назовите пароль «ДМ Мебель» и получите 25% дополнительной скидки на вашу кухню. Данил Мастер. Настало время низких цен. Город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2 167 166. По данным сервис Яндекс.Погоды, завтра на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево будет облачно. Днем ожидается снег с дождем. Ночные температуры -4, днем около 0 градусов. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге облачная погода с прояснениями. Местами пройдет снег. Ночью -4, днем до 1 градуса выше 0. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске облачно. Также ожидается снег. Ночью -5, днем +1. На северо-западе, Варске, в Кукмаре, Балтасе пасмурная погода. Выпадет снег. Ночью до 5 градусов мороза, днем +1. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Держаном временами также пройдет снег. Ночные температуры опустятся до -4, днем столбики термометров покажут +1. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше переменная облачность. Синоптики обещают снег с дождем. Ночью -4, днем до 1 градуса выше 0. В последующие дни существенных изменений в погоде не ожидается. И еще одна полезная информация. Спонсор программы «Мега Мебель» на Компрессорном. Ваш любимый мебельный центр. Целых 4 этажа только мебели от 200 мебельных компаний. Удобная парковка. Приходите, приезжайте по адресу город Казань, улица Сибирский тракт, 34. «Мега Мебель» на Компрессорном – самый большой мебельный центр города. Мегамебель на Компрессорном. Самый большой мебельный центр города. Высокий доход ближе, чем кажется. Кредитный потребительский кооператив «Семейная копилка» объявляет акцию. Только в октябре при оформлении сбережений по программе «Накопительная» предоставляем пайщикам сертификат на покупку бытовой техники. Все подробности по телефону 239 17 36. Город Казань, улица Чистопольская, 55. Спонсор показа — кредитно-потребительский кооператив «Семейная копилка». Время идет,
доход растет. Ждем вас по адресу город Казань, улица Чистопольская, дом 55. О погоде в столице. Завтра в Казани будет облачно, выпадет снег. Температура воздуха в ночное время -3, -5, днем 0+2. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 74%. К вечеру ожидается магнитная буря. Берегите себя. И еще одна полезная информация. Санаторий Бакирова – одна из ведущих здравниц Татарстана, известная далеко за пределами как республики, так и России. Ежегодно здесь поправляет здоровье более 17 тысяч человек. Целебные грязи и чудодейственный климат, забота опытных врачей и гостеприимный персонал помогут вам поправить здоровье. Наконец-то я приехал в Бакирово. Райский уголок, татарстанская Швейцария. Слов нет. Питание чудо, шведский стол, комфортные переходы, цеста и грязи делают чудеса. Бакирова. Наш санаторий.